Четвертая школа самая большая по площади. Для ее качественного освещения необходимо огромное количество электроэнергии, говорят педагоги. А часто перегорающие лампы причиняют ряд неудобств. Но теперь, благодаря новым светодиодным лампам, этого можно избежать, поясняет директор Тамара Полякова. Я думаю, что это позволит более эффективно работать, тем более, что предыдущие светильники, они очень часто горели, приходилось менять, и это, конечно, просто были большие траты денег. А теперь эти лампы рассчитаны примерно на 7 лет. Объяснить новинку научно-технического прогресса можно просто. Достаточно вспомнить несколько уроков физики. Обычная лампа затрачивает основную часть электроэнергии в тепло, а не на освещение. А светодиод устроен по-другому. Там отсутствует нагревательный элемент, и благодаря полупроводниковой системе вся энергия преобразуется в свет. О других преимуществах чудо-светильника рассказал специалист. Первое, то, что этот свет, он, скажем так, он не раздражает вообще сетчатку глаза человека. Он более естественный. Первое. Второе его преимущество, то, что он долговечный. Он очень долго служит. Светодиод не перегорает, он умирает. И умирает спустя десятилетия. Компания «Спецпроект» оплату за проделанную работу получит из денег, сэкономленных на электроэнергии благодаря новым светильникам. Кстати, помимо уюта и финансовой экономичности, светодиодные лампы помогут сохранить школьникам и педагогам зрение, говорят специалисты. Самое главное – здоровье. Мы очень бережем здоровье детей, а вот лампы – это, конечно, если свет достаточно, и работа идет, спорится, потому что зрение – это же на первом месте, всем понятно. Всего сотрудниками компании «Спецпроект» в 4-й школе было установлено более 1500 светодиодных светильников. Все они будут работать по принципу: чем темнее на улице, тем светлее в помещении. Кроме того, каждая лампа оснащена датчиками движения. То есть, как только последний человек покинет класс, свет погаснет автоматически. Луиза Королева, Олег Симагин, новости Губкинского.